opinion kiloda. Juhla ollut sostana lallalla ketä. Я больше черный. Это уже по этой вершине границы Грузии идет. Это был Башлом. Башлом, вот это она, да? Да. Это даже Тулды, Казбека вал Башлом яли. А Казбек это Башлом Корт. Это голова ледника. Да вот, Яхра. Я отказываюсь отсюда уезжать. Малая. Ja, klon niet, denk ik. Белоствольный тополь, да? Сомки молились, береза зимой с мухами. Березы мягкие. Именно, здесь берет. В километре или чуть больше километра от поселения Пуй в Горной Ингушетии находится вот такое интересное святилище, столпообразное святилище, как его называют в науке, с большой стрельчатой нишей. Последние 10 метров, где-то которого заполняют каменные ступени. Они сейчас заросли, перестали быть как таковыми ступенями, но тем не менее сохранили свои очертания. Мы уже сделали замеры этого святилища. Оно довольно большое для подобного рода святилищ, потому что столпообразные святилища обычно у основания бывают чуть меньших размеров. Здесь сюда тоже шла тропа, так называемая тропа процессии или дорога процессии, как ее принято называть в литературе в научной. И вот, как я сказала, в конце уже, где очень крутой склон, все это завершалось ступенями. Приблизительно на одной высоте в основном находятся все культовые памятники. Среди них как раз-таки один из видов культовых памятников – это столпообразное святилище. Они самые по размерам меньшие культовые памятники, потому что больше идут селинги, дальше селы, ерды, храмы и так далее. Но самые большие, конечно, это храмы Трабаерды и Албиерды. В данном случае мы видим довольно неплохо сохранившееся большое столпообразное святилище с большой стрельчатой нишей, и при этом он был полностью заштукатурен, в общем, его белили в свое время, и, скорее всего, крыша, которой, к сожалению, сейчас нет, она была двухскатная, пирамидально-ступенчатая, сланцевая. Если поискать хорошо, здесь можно найти сланцевые плиты. Что касается вообще именно вот этого склона, то здесь есть еще и полуподземные склепы. Пока мы обнаружили только 2, но, возможно, их было больше, потому что, как правило, полуподземные склепы бывают в основном группами. Что касается этого места, этого поселения, пока мы нигде никакой информации определенной точно не нашли. Еще надо поработать над этим вопросом, потому что если есть где-то публикации, в монографиях нет информации, но, возможно, где-то в каких-то сборниках, вестниках есть интересные данные об этом святилище. По крайней мере, мы все равно его специально замерили, и свои изыскания мы будем публиковать. Так, мы сейчас находимся где-то в метрах 10 от основного самого ЦУ. Я вот сейчас хочу вам показать сохранившиеся ступени, каменные ступени. Они сейчас, конечно, очень сильно заросли мхом, частично разрушены были, но я думаю, еще видно. На камеру я тоже смогу, наверное, вам все это показать. Если, конечно, эта стрельба нам сейчас не помешает. Стрельба вполне мирная, боевых действий в данный момент здесь нет. Ну, когда-то было здесь следы от минометного хвостовика. А сам ЦУ вот. Так, сейчас мы обойдем его со всех сторон.
сожалению, крыша уже разрушена практически. Здесь стена уже тоже практически вышла. И этот угол уже практически полностью рухнул. Не помешало бы небольшие реставрационные работы. Тут немножко в стороне метров 15 еще находится небольшой склеп. Мы сейчас туда пройдем. Стараюсь его вам показать. Здесь сидят немножко дикие люди, но они вполне добрые относительно. О, вот даже угощают немножко. Конфету будешь? Буду, конечно. А нет, я говорю. Куда видишь? О, я туда конечно, ну мальчик, иди сюда. Конфету хочешь? Вот один, Вот сам склеп, точнее кусочек от него. Обычно такие склепы располагаются группами. Скорее всего, они здесь есть, но уже вполне полностью все это заросло или засыпано землей.